едем, всем привет. Едем со стороны Хабаровска. Как неудивительно. Проехали мимо поворот ночью. Ну не ночью, я спал просто. И стояли, ждали на заправке. Тут заправка ННК получается за кольцом. То есть за развязкой, которая на Якутию. И заправились, подождали, пока бензовоз сольется, позавтракали. И вот мы подходим. И нам направо с этой стороны. Тут буквально километра полтора. Потому что до туда нет заправок. Вот, Тында. Почему-то раньше тут было написано Якутск. А сейчас новые знаки повесили. Тут вообще про Якутию ничего не написано. Вот Тында, М56. И все. 162 километра вот до Тынды. И примерно от Тынды, наверное, там до границы еще с километров 80, наверное, точно есть. Мог бы ошибаться, я уже забыл, где там граница. Как-то, когда тут катаешься взад-вперед раньше, то как-то эти расстояния не отслеживаешь. Сейчас тут будет новая стела, типа трасса Лена. Сейчас посмотрим, можно, не знаю, тормознуться, побегать вокруг. Тут такая большая развязка, бабочка. А если мы бы оттуда ехали, мы бы из этой трубы бы выехали. Видишь, какой-то развязка, металлическая труба. Оттуда проезжаем и как по бабочке внутрь. Тут вот будет сейчас, наверное, должно быть написано, что сколько до Якутска. Невер, Якутск. Раньше называлась М56, а сейчас ее переименовали почему-то в А360. А М56 не знаю. И поехали. Где-то стоянка была, не знаю, у кого-то в видео я видел такая большая стоянка вот в эту сторону. Может чуть дальше. 6 километр сразу здесь, потому что трасса считается от Большого Невера. Раньше все снабжение было вот этой железной дороги, когда строилась Тында, вот в Нерюнгри. Снабжение от Большой Невер, здесь Трансиб был, а там же БАМ строился. И с Трансиба, с этой станции Невер, все грузы туда везли автотранспортом. Здесь была дорожка такая, поезда мостов не было, с батя ездили там вброд речки. Это такие года еще, 80-е. А потом все шире, шире, лучше, толще. Здесь вот гравий был, когда я последний раз был, а уже, пожалуйста, сиськи накатались. Все, классика жанра. Тут такие почвы неустойчивые. Оттайка пошла, все проваливается. Говорят, все, асфальт этот уже аж до границы, по-моему, с Якутией. Потому что граница с Якутией точно в гравии была, судя по видео других людей. В общем, такое вступительное слово. Хотел до стоянки доехать, но что-то она не обнаружена. Где она там? Все, в общем, 1157 километров до Якутска. Поехали. Сейчас, не знаю, вот это кусочками, может, буду тоже так делать, их в кучу собирать, потому что здесь побольше можно понаснимать. Потому что у нас машина, перспективы такие, что мы будем буксовать на каждом подъеме. А так вообще асфальт сухой. Мороз сейчас всего лишь минус 12. Это получается вообще для этих мест какое-то аномальное потепление, даже можно так сказать. Все, в общем, включусь дальше потом. Так, вот мы и добрались до этого места. Стела на трассе, начало трассы. 21 километр проехали в этом направлении. Вот. Трасса Невер, Макс он там клеит наклейку свою. Солнечная погодка классная, минус 13 всего. Нам туда, четко на север идем. Идем на север, на Якутию, вот по карте Амурская область и граница, и пошли дальше. Давай чуть проедем тогда. Вон РЭФ все молотит, все нормально. Едем дальше. Будем тут наснимаем сейчас что-нибудь. Мы как эти южные пацаны. Еще особо и не переодевались.
Ну, зимние вещи все есть с собой. Просто в машине тепло, и так на улице здесь тоже такое глобальное какое-то потепление для местных широт. Это вообще как лето. В общем, едем дальше. Что тут рассказать? Я крайний раз тут ездил, когда здесь была гравийка. А сейчас уже везде выемки. На подъем 2 полосы. Нормальный асфальт. Глянь там что. Никого. Погнали. Вот у нас тут штрихи для выезда. Ну, они так нарисованы. Все, пойдут сейчас горы. Ну, основное это, да, тут от Лапрей подъем, там он еще, по-моему, не в асфальте, да. Хотя, говорят, все заасфальтировали. Не знаю, смотрел там кого-то, вроде как граница, где Якутия, знак стоит на Якутию, там была гравийка. Наверху, не знаю. Будем смотреть. Тут также, вот видите, чуть-чуть проседает дорога. Оп, прыгунчики. Оба! Оп! Поскакали вообще. Поскакали по долинам и по взгорьям. Ну, буду с кусочков тогда смонтировать там что-нибудь интересное. Так-то асфальт сухой, вообще ехать не проблема. В общем, продолжаем дальше. Вон, сейчас подъем будет. Хороший какой-то, он выемка. А, ну да, нормальный подъемчик. А раньше даже не видно, где старая дорога. Тут, наверное, вот когда я ездил, ее как бы расширяли, подсыпали, и по гравию мы тут и ездили, наверное. Может, частично где-то там старая есть, вот так сбоку. И потом ее заасфальтировали, наверное, так. Потому что вот когда это выемок не было, были эти горки, ну, с такими крутыми подъемами. Тут после Соловьевска сюда мы как-то даже бульдозер везли. Такой экспериментальный был, Четра Heavy 4. Он там 67 тонн весом. Так мы, блин, сутки ехали, наверное, 120 километров проехали. И вот, наверное, вот на этом подъеме с той стороны мы его тут изгоняли. Пешком бежал. А, вот дорога старая, вот она, вот это я помню точно. Вот она, видишь? Зигзаг. Вот зигзаг, вот это, да. Вот тут мы ездили раньше. Вот. И туда пошла. Это вот с этого, вот так, наверное, эту гору обходила. Значит, подъем тут следующий будет. Возле Соловьевска, там, получается, от Соловьевска, от самого был подъем такой, вот там кладбище, как раз выезжаешь, там, такой крутой был. Все время, если там межсезонье или что-то там все зависали. А тут как бы такая местность, что когда межсезонье, вот первый снег, там все это дела. Тут все равно, сколько у вас привод, там. Я ездил на полном. Вот она дорога, вот шла туда-сюда, наверное, вот так, где-то тут проходили. Межсезонье тут и на полном приводе люди шлифовали. Мы, когда этот бульдозер тяжелый везли, так с нами был Урал сопровождения. Мы там с собой в мешки набирали песок, где могли. Отсыпали эти подъемы, вот так сколько видишь за поворот. Ну, тогда было эпопейно, это была весна. Просто как солнечная сторона подъем. Солнышко пригревает, оно как мыло. И мы тогда сутки ехали напролет, потому что ночью хотя бы подмораживало. Мы хотели вот до трассы выскочить. Я не знаю, мы там от Нерюнгри его везли в Березовский, вот здесь вот. Ну, получается, сворачиваете на Читу. И, по-моему, в Уркане где-то сворачиваете там и пошли опять по лесу. Так мы там дня 4, наверное, вот это все ехали, расстояние 500 километров. Кайфовали как могли. Я потом как-нибудь прицеплю. Из фотки там понаходил. Ну, просто там как бы фотографии. Я выходил, фотографировал, где мы там что делали. Машину там. На чем ездил, покажу на фотографиях. Может, в этом видосе. Прикреплю в конце короткое видео подбор.
But now I'm reminded